Договор между различными тюрко-монгольскими племенами и родами занимал большое место при этногенезе тюркских народов. Он объединял различные тюрко-монгольские племена в единое целое, служил главным стержнем при формировании нового этноса. В тюрко-монгольской айкумене евразийских степей вплоть до XIX века в составе различных кочевых объединений встречались одни и те же племена и роды, родственные между собой, которые были потомками какого-либо крупного племени, некогда властвовавшего на весьма обширной территории, затем распавшегося на составные части. Поэтому изучение родоплеменного состава тюркских народов и их сравнение между собой представляет определенный интерес для исследователей. Считается, что этногенез кыргызов и саха проходил независимо друг от друга, на территориях, разделенных тысячами километров. Но на самом деле, был момент, когда этнические предки данных народов близко соприкасались друг с другом, входя в состав Кимако-Кыпчакского объединения, что мы постараемся доказать в данном исследовании. Поэтому у них между собой много общего, чем между другими тюркскими народами, что представляется нам еще не изученным. Кыргызы стали катализатором формирования многих тюркских народов. В образовании якутской нации кыргызы играли большую роль. Этот процесс в якутской истории называется Кыргызский век. Значит, Кыргызский век, как сами якутские источники информируют нам вот что. Появление первых крупных конных тюркоязычных племен в Якутии можно связать с разгромом архонских тюрков, Барху в 840 году и поражением до этого в гражданской войне ревнителей старины Баягу, Баирку в 747 году. Этот многочисленный народ коневодов, упоминаемый в арханоенисейских памятниках, был рассеян. Впоследствии этот народ коневодов тибетские географы поместили с басмалами в Джунгарии. Хотя, их родина находится в Забайкалье, на границе Читинской области с Монголией. Потерпевшие поражение, при защите своей старой религии, тенгрианства в период распространения от манихейства часть Баягу была вынуждена переселиться через Прибайкалье в Якутию. Затем в 840 году последний уйгурский правитель Антиген с 11 приближенными исчез в Забайкалье. Он тоже мог быть переселен в Якутию. На карте Ремезова в Вилюйской группе якутов отмечено странное название одного из племени якутов. Аналогигел. Это выражение в переводе на русский язык означает «избранная вера» и может обозначать манихеев, проповедующих отлично от тенгрианства веру избранных Господ. Упадок государства Курыкан-Гагалев правильно связывает с завоеванием Прибайкалья кыргызами. Тогда в IX веке произошел разгром уйгурского каганата енисейскими кыргызами. Могло произойти то же, что было и в случае с булгарами в европейской части степи, которые разделились на три части, когда они поняли, что не могут противостоять хазарам. Часть булгар, ушедшая с ханом Аспарухом, создала государство Болгарию, часть, ушедшая вверх по Волге, организовала Волжскую Булгарию, потом превратившуюся в Казанское ханство, а часть осталась и подчинилась в Тамани хазарам. Так и народ Саха, союзник уйгуров, понимая, что не может справиться с кыргызами, предпочел уйти на Лену, которую они к этому моменту хорошо знали. Часть, которая осталась в Прибайкалье, превратилась в бурят-булагатов, а часть, ушедшая в степи Забайкалья, через Баргузинскую долину, стали предками Чингисхана. Именно этот период своей истории Саха называет веком Кыргыз. Кыргыз-Льете. Освободившееся Прибайкалье было заселено союзниками кыргызов Хора. Скотоводы Хора были беглецами из разгромленного Китаем Тибета, так как до сих пор остатки монголоязычных Хора живут и там. В языке Саха, слова «кыргыз», «кыргы» означают «сражение», «битва». Видимо, в результате векового противостояния предков Саха Кимаков Уранхаев енисейским кыргызам в исторической памяти народа название воинственных кыргызов стало прочно ассоциироваться с понятием о сражениях и битвах. В державу кыргызов входила Ангкола, в этом названии можно увидеть Ангару. Следовательно,
При Ангаре, под этим термином подразумевается всей Прибайкалье, могло входить в состав кыргызского каганата. Но под Ангколой, то есть Ангарой, мог подразумеваться Средний Енисей, сливающийся с Ангарой при ее впадении. Фольклорные сведения о существовании погребального обряда трупосожжения у племени кыргызов, проживавших на Средней Лени, свидетельствуют о реальности проникновения на территорию Якутии представителей енисейских кыргызов, имевших подобный обряд. В то же время в некоторых легендах сами прародители народа Саха происходят от народа кыргыз. Прародитель Саха Элей в большинстве случаев происходит из племени кыргызов. Кыргыз Сарабай-Баа и его дочь Сахсара или Сайсары считаются предками народа Саха. Следовательно, кыргызы могли участвовать в этногенезе бурятского и якутского народов на территории Прибайкалья. У якутов есть племя Кыргыз-Кыргыдай, еще есть озеро Кыргыдай. Одним словом, тема очень обширная. Можно писать докторскую работу.